Ногай был правнуком Джучи, однако не мог наследовать трон, поскольку его дед Бувал был рожден не от законной жены Джучи, а от наложницы, что лишало Ногая права на ханский титул. Ногай начал свою карьеру как войсковой командир при Берке, сражаясь на Кавказе против Хулагу, монгольского правителя Ирана. Также он организовывал военные походы на Балканы. При воцарении Менгу-Тимура Ногай отказался поддержать его, потому впал в немилость у хана, был отстранен от ханского двора и удалился в свои владения в причерноморских степях. В своем улусе Ногай правил словно независимый хан. Он укреплял свои позиции на международной арене и накапливал силы для возвращения к ханскому двору. После смерти Менгу-Тимура Ногай вернулся в столицу Орды. Там он помог прийти к власти новому правителю, Туда-Менгу. В ответ тот сделал Ногая Беклярибеком, первым лицом после хана. Но Ногай мечтал достичь еще большего могущества и власти. И поскольку Ногай не имел права самостоятельно занять престол, он стал свергать с трона и возводить на него угодных себе ханов. Так, рассорившись с Туда-Менгу, он сверг его с трона и заменил Тула-Бугой. А когда и Тула-Буга восстал против Беклярибека, Ногай устранил и его, возведя на престол своего следующего ставленника, 17-летнего Токту. Поначалу юный Тохта послушно выполнял все указания Ногая, но затем, повзрослев, пожелал освободиться от этой зависимости. Потому вскоре между ханом и Беклярибеком разразилась война. Возведя на трон хана Токту, Ногай достиг вершины могущества. Он превратил свой улус в фактически независимое государство, обмениваясь посольствами с Византией, Болгарией и Египтом. В своей столице Исакче на Нижнем Дунае Ногай даже начал чеканить собственную монету с надписью «Хан Ногай», на что не имел права. Среди прочих земель в улус Ногая входил и Крымский полуостров. Однако вскоре хан Тохта перестал подчиняться Ногаю. Ногай выступил с войском против хана и поначалу одержал верх. Рубеж между ханской ордой и улусом Ногая пролег по Дону. Затем Ногай послал своего внука Актаджи собирать дань с Крыма. Но генуэзцы Кафы, зная о мятеже Ногая против законного хана, отказались повиноваться ему и убили сборщика налогов. Ногай отомстил за это разрушительным карательным походом. Он сжег и разрушил все богатые торговые города полуострова – Кафу, Судак, Керчь, Кыркьер, а также столичный город Крым. Именно после этого нашествия Ногая в 1299 году запустели и никогда больше не возродились древние крымские крепости Эскикермен, Сюрей и Сарыкермен, Херсонес. На следующий год хан Токта сумел собрать достаточно сил, чтобы вступить в бой с силами Ногая и победить его. Могущественный Беклярибек был убит при отступлении. Память о Ногае оказалась столь прочной, что его имя через 100 с лишним лет отразилось в названии государства, основанного в 15 веке в прикаспийских степях Ногайской Орды. Согласно одной из гипотез о происхождении названия ногайцы,
Данный этноним возник потому, что немалую часть этого народа составили потомки родов, ранее населявших Улус-Ногая.